Bizim yayınımız devam ете. Ve aykanımız kıbı bizim stüdyamızda musafirler bulunmakta ve tamam volontörlük işi mevzusunu nevbetteki birkaç vakit devamında aydınlatacağız. Evet ve musafirlerimizni endi taqdim etmege isteymiz. Studiyamızda Qrim Cumhuriyeti Devlet Nazirligi Sağlık Saqlav Suallari boyunca komitetining reisi Anna Rubel ve Volontörlük Merkezining volontörü Павел Шатковский. Доброе утро. Доброе утро. Приветствовать вас в нашей студии. Как настроение? Как началось утро? Прекрасно, замечательная снежная погода. Анна Дмитриевна, вот уже на протяжении практически года, да, мы боремся с новой коронавирусной инфекцией и знаем, что в это время к волонтерской работе были активно подключены студенты, да, и организовано волонтерское движение. И есть ли цифры, сколько таких активистов было в прошлом году и какова статистика на сегодняшний день, как продолжается волонтерская работа? Хочу сказать, что в первую очередь нашими волонтерами стали члены партии и депутаты, а уже почти в самом конце года присоединились к нам студенты. То есть все-таки в первую очередь это различные люди и предприниматели, которые очень активно нам в этом помогают. Если говорить о цифрах, то мы оказали помощь более чем 42 тысячам человек в Республике Крым. Это как адресная помощь, то есть доставка продуктовых пакетов, доставка лекарств, так и консультации и иногда психологическая помощь. Немножко направление работы поменялось. В первой волне все-таки мы больше помогали непосредственно конкретному человеку, который сидел на самоизоляции. Во второй волне наши медицинские учреждения, мы знаем, что именно осенью у нас был пик заболеваемости, наши медицинские учреждения требовали особого внимания. Вот была огромная работа проделана и продолжается в этой части, в том числе там и организация питания. Павел об этом расскажет, и подвоз и врачей, и пациентов. Ну, то есть сегодня наша партия подставила плечо не только жителям, но и медикам, которые тоже очень нуждались в этой поддержке. Павел Валерьевич, на сегодняшний день какую именно помощь оказывают волонтеры? То есть что на сегодняшний день актуально? Продолжу мысль, которую высказала Анна Дмитриевна. Условно можно разделить вот эту всю работу, которая была в течение практически года, на две волны. Во время первой волны коронавируса сразу стало очевидно, что в особой поддержке и внимании нуждаются медицинские работники. И началась работа с того, что доставлялись горячие обеды по подстанциям скорой помощи в городе Симферополь. К этой работе подключились муниципалитеты. То есть для сотрудников скорой помощи было достаточно удобно. У них не всегда есть время для того, чтобы пообедать полноценно. Доставлялись обеды, они могли их там разогреть, когда появляется 10-15 минут, и пообедать. Также вы помните, что были рекомендации для пожилых крымчан оставаться дома. Им доставлялись продуктовые наборы или приезжали волонтеры, которые могли сходить в магазин, приобрести продукты. Ну, иногда, извиняюсь, даже такие бытовые потребности, как вынести мусор или погулять с домашними животными, такая помощь тоже оказывалась. Уже во второй волне, которая условно была там осенью и продолжается сейчас, появилась возможность уделить внимание не только сотрудникам скорой помощи и сотрудникам красных зон, но и медицинских работникам, сотрудникам поликлиник. Там доставлялись чайные наборы, то есть конфеты, печенье, кофе. Такие знаки внимания, ведь важны не только материальные ценности, но и просто внимание, забота о людях, чтобы они чувствовали, что они там не забыты, а престижность профессии медицинского работника, мы понимаем, она все важна, и ее нужно поддерживать и укреплять. Конечно. А как организована работа в регионах Крыма? То есть в Симферополе понятно, да? Вот насколько активны волонтеры в других регионах? Работа волонтерского центра сегодня охватывает все без исключения регионы. Волонтерские центры на местах у нас возглавляют председатели районных городских советов, главы муниципальных образований, потому что они являются секретарями нашей партии на месте. Самые активные регионы первой волны – это была Евпатория. Они отработали почти более 3000 заявок только в одной Евпатории. Также нужно ответить Красногвардейский район, Нижнегорский район. Во второй волне очень активно себя проявили также Евпатория, Феодосия и город Ялта, потому как в Ялте сегодня работает медицинское учреждение, которое не находится в ведении Министерства здравоохранения Республики Крым, а подчиняется напрямую федеральному руководству. Но тем не менее в лечебном учреждении работают наши крымчане, а получают медицинскую помощь жители Большой Ялты и Алушты. Поэтому депутаты Ялтинского городского совета совместно с предпринимателями тоже очень хорошо организовали эту работу там на месте. А что касается представителей бизнеса, активно ли включаются
за волонтерскую работу бизнесмены, предприниматели? Здесь я хотел бы отметить особо роль председателя постоянного комитета по вопросам социальной политики Симферопольского городского совета Нестеренко Юрия Юрьевича, который выступал в качестве организатора вот многочисленных благотворительных акций и волонтерской деятельности. Он за собственные средства финансировал большую часть акций, ну и как председатель комитета привлекал к этой работе предпринимателей. Действительно, несмотря на то, что вот ограничительные меры достаточно серьезно ударили и по бизнесу тоже, но было большое количество предпринимателей, которые откликнулись, которые участвовали и финансово, либо предоставляли свои товары и услуги. Приятно, что вот таких неравнодушных предпринимателей в республике достаточно много, и они с удовольствием несут вот эту социальную ответственность бизнеса, они ее понимают. Ну, еще со своей стороны хочу сказать, что представители крупных предприятий, например, завод «Титан» в Армянске, они также помогали продуктовыми пакетами. Предприятие «Атан» сегодня, да, сеть автозаправок, они помогали волонтерскому центру и сегодня продолжают помогать лечебным учреждениям в предоставлении бензина, то есть абсолютно безвозмездно. Поэтому мне кажется, что волонтерский центр, наш партийный волонтерский центр очень успешно объединил всех неравнодушных рынчан, в том числе и представителей бизнеса, сегодня в такое непростое время. Я хочу добавить немножко вот к этому. Сейчас есть тоже инициатива Юрия Юрьевича, которая объединила крупные сети Крыма, и в ближайшее время будет дан старт проекту, который позволит охватить абсолютно всех медицинских работников Крыма, а это порядка 40 тысяч человек, то есть в самое ближайшее время. Республика Крым постепенно выходит из ограничительных мер, но волонтерская работа, будет ли она продолжаться? Однозначно, да. И, конечно, просто вот коронавирусная инфекция, она как бы стала таким индикатором, да, что все-таки нужна помощь людям. Но, как показывает практика, сегодня наша работа направлена уже не только по тем направлениям, которые мы сказали. Хочу привести пример. Буквально вчера Феодосийское местное отделение доставило около 300 горячих обедов в пункты обогрева. И в том числе на трассе Таврида было вчера озвучено, что из-за сильного снегопада дорога перекрыта, и наши крымчане по 5 часов находились в пробке. Так вот, наши партийцы угощали и горячим чаем, и горячими обедами, ну, недалеко от Феодосии. Мне кажется, что это тоже, ну, такой хороший показатель того, что волонтерская работа — это не только здесь и сейчас, а это такой долгосрочный проект, который мы будем в дальнейшем развивать. Нужен всегда. Да. Я тоже добавлю, что действительно волонтерство, оно всегда востребовано. Те, кто успешно участвовали вот во время пандемии, это во многом те же люди, которые и во время блокады занимались этой волонтерской деятельностью и будут в дальнейшем заниматься. Но приятно, что мы всегда видим новые лица. Людей, которые вот со своей инициативой выходят, хотят помочь и оказать вот эту помощь, внимание. А будет ли это как-то отмечено? Потому что мы знаем, что совсем недавно студенты-медики были награждены благодарственными письмами. Будут какая-то благодарность или же какие-то выплаты для волонтеров? Значит, по результатам первой волны около 300 волонтеров со всех муниципальных образований Республики Крым были отмечены государственными наградами Государственного совета и главы Республики Крым. То есть это то, что вносится в трудовую книгу. Значит, после этого уже вот ко Дню студента мы приняли решение, что сегодня студенты, которые официально трудоустроены и в том числе работают и в красных зонах, и те ребята, которые работают волонтерами, то есть они за это не получают деньги, а просто тратить свое личное время на то, чтобы помочь сегодня больным и медицинским учреждениям, мы решили отметить их благодарственными письмами или партийными грамотами. В некоторых регионах к ним еще прилагались какие-то сладкие подарки, где-то был организован киносеанс специально для этих ребят, поэтому я думаю, что, ну, все-таки волонтерство — это состояние души, и, наверное, волонтеры никогда не требуют награды, но оказать им внимание мы просто обязаны, поэтому я думаю, что дальнейшая работа по тому, чтобы отметить самых активных, она будет продолжена однозначно. Я, извиняюсь, тоже добавлю вот эти вопросы по поводу того, как награждать или отмечать волонтеров, конечно, принимает руководство, но вот в целом все, с кем мы работали, они всегда это делают не ради наград, не ради какого-то пиара, а просто по велению там, души, сердца и так далее. Поэтому, ну, если они получают какие-то благодарности или там знаки внимания,
конечно, это любому приятно. Конечно, очень радует то, что у нас есть столько добрых и самоотверженных людей, готовых прийти на помощь в любую минуту. Спасибо большое, что посетили нас сегодня. Спасибо за информацию. Мы вам желаем удачи и хорошего дня. Спасибо Взаимно. Сайгылы достар, біздің яйнымыз есе девам етен, ефбеттегі қысымызны сіздің диққатыңызға тақдим етеміз.